Друзья, всем привет! Без предупреждения решил, в общем, начать трансляцию. Я не знаю, как связь. Если кто меня видит, отпишитесь, напишите, слышно ли, хорошо ли, видно ли. Целую неделю э, без видео уже. Совершенно нет времени. Живу в деревне. В общем, решил сделать короткий ролик. Ну, не ролик, а прямой эфир, потому что на монтаж роликов времени тоже не хватает. Так, ну что, есть кто-нибудь? Нет, народ. Днем, я понимаю, все работают. Вижу, двое есть. Напишите, как слышно. 5 человек. Если все слышно хорошо и видно, будем продолжать. 8 человек. Если нет, то нет. Ну-ка, давай, кто-нибудь напишите. Так, где у нас? Привет, нормально, все. Вижу, что все нормально. Ну что, поехали. В общем, друзья, дела такие. Последний ролик у нас вышел уже где-то около недели назад. Это была рыбалка на сети. И как я вам говорил, как только посажу, цветочки красивые, да, это, и как только я посажу картофель, поставлю продольники, все такое, немного не срослось. Как вы знаете, я уже на данный момент работаю, и работа, ну, так скажем, немного задерживает наши все сельхозработы и все такое. Я решил сделать вот короткое включение. Сейчас я нахожусь в деревне, совершенно один. И пока не отцвели наши цветочки, вот, я решил показать. Первые зацвели у меня вот эти два тюльпанчика. Они уже отцвели. Потом вот эта красота у меня зацвела. Вот эти тюльпанчики тоже, они уже начали отцветать. Немного синенькие, красненькие. Вот эти здоровые. Потому что каждую осень я перепахиваю это огородик для тюльпанов с навозом. Так что им питания хватает. Вот решил вам показать. Потом, если я буду как-нибудь снимать ролик, я, конечно, покажу, если они не отцветут. Вот такая красота у меня на грядках. Скоро расцветет мариамоль, марин корень. Ну а так работы очень и очень много, друзья. Это надо все следить. Я немного прополол. Все это надо будет скосить. И в этом году вот у нас уже отцвела черемуха, получается. Быстро-быстро. 22 мая у нас еще лежал снег. Где-то в конце мая у нас потеплело. У нас не было ни травы, ничего толком не было. И потом буквально за 10 дней резкое потепление. И вот в течение 2 недель у нас вот травы, как мы видим, уже по пояс. Вот цветет черемуха, как мы видим, все уже скоро, наверное, уже цветет. Пока не отцвела, сделаю короткое включение, чтобы показать, какой аромат вообще обалденный сейчас. Вот этот, ну просто красота у нас такая. И мы, как бы, получается, не просто наслаждаемся этой красотой, мы еще и сеем, пашем, в общем, работаем полную силу. Что меня сподвигло открыть вот эту прямую трансляцию, чтобы показать вам. Многие друзья пишут в личку: Геннадий, что случилось, почему нет роликов? Всем я отвечаю. Так и так, работы много, занимаюсь сельхозработами, пока картофель не посажен. Ну, ты бы, говорит, хотя бы показывал, как и что сажаешь картошку, нам это тоже интересно. Я им отвечаю: у меня даже на монтаж нету, на съемок. И вот решил как бы поймать двух зайцев, коротко снять ролик, показать, чем живу. И в то же время это не надо будет монтировать. Звук нормальный. Ромке привет. Когда дембель? У Ромки дембель в ноябре. Ждем не дождемся. Как мы видим, без помощника все у нас немного затягивается. Вот элементарно, скажем, вот этот огород, он шириной вот 15 метров, длиной 50 метров. Его надо вспахать, его надо посадить. Но с этим огородом у нас все уже закончено. Пойдем, если уже начали показывать огороды, давайте покажем. Кроме картофеля, что здесь посажен. Вот там грядка еще в конце для кабачков не сделано, надо доделать. А здесь грядки уже сделаны. Здесь посажен у нас горох, морковь, лук, свекла. Так, что-то зависало. Сажай шустрее, завтра
дождь. Ну, может быть завтра дождь, завтра у меня рабочий день, так что остался у меня один род. Кстати, насчет роликов. Хочу вам сказать, то, что сейчас вот у меня нет роликов. Если кто смотрел, старые друзья, которые на канале, они, конечно, это уже видели. Ну а кто еще не смотрел, кто недавно у меня на канале, заходите на Яндекс.Дзен, там каждый день идут ролики про продольники и все такое. Просто с двухгодовалым опозданием идут ролики 2002 года. Я заранее уже постарался, можно сказать, залил, загрузил на месяц вперед. И там каждый день 15 часов идет ролик, проверка продольников и все такое. Кто не смотрел меня в 2020 году, заходите на Яндекс.Дзен, там все показано, там все интересно, там идет рыбалка. В то время было еще больше времени. Так, ну что, с этим одним огородом показали то, что вот надо привозить воду, поливать это. Ну, в общем, кто живет в деревне, тот знает, что и как, и что почем. Кроме этого, пока я один дома, еще надо и покушать сварить и себе, и братьям моим меньшим, это собачки, кошки, да, Туман? Сегодня такую вкусняшку мы ели, скажи, да? Кашку с мясом. Кашку с мясом ел, да, Туманчик? Туманчик, скажи привет всем. Привет всем. Всем привет, скажи, Туман. Вот там. Посмотри сюда, посмотри. Посмотри сюда, малыш. Нас смотрит 39 человек сейчас. 39 человек тебя смотрят. Тенечек у тебя хорошо. Все, некогда мне. Еду до пахать. У меня еще остался один огород. И сейчас мы поедем. Сейчас мы поедем, чтобы вчера целый день туда возил навоз. Вот моя Нивушка, красавица. Целый день возил навоз. Сегодня надо это хозяйство все будет не вспахать. Опять же, одному. Не знаю, как у меня получится управлять одной рукой. Ну, попробуем. Поехали, прокатимся по деревне. Заодно покажем, что и как. Экскурсию по деревне мы уже проводили, как-то показывали. В нашей деревне очень много заброшенных домов. Повторюсь, в этом году у нас лето наступило просто рекордными сроками. За 10 дней из зимы стало лето, весны не было. Была очень большая вода, не ставил продольники, потому что не было берегов. Потом она очень стремительно, первая и вторая вода, можно сказать, соединились. Потом она очень стремительно начала падать и упала сейчас почти уже до летнего уровня. Вон у брата коровушки, 2 коровы, вон лежат тоже. Вышел овод уже. Появились оводы, мошкара. Так. Читать сообщения не успеваю. Потом прочту, если что, отвечу в комментариях, если будет время. В общем, вода упала до летнего уровня у нас практически. И не знаю, получится ли рыбалка на продольнике. Уже народ ловит на спиннинг. Сам лично видел рыбака, который поймал 4 щуки. Ловится уже окунь. Вчера Диму видел. Говорит, клюет ёрш вечерами. Окушки поклевывают. Ну, в общем, это значит уже все, это уже значит летняя рыбалка. И вот, как мы видим, у нас уже Печора, появились берега. Можно, конечно, еще порыбачить на продольнике, но уже надо будет насаживать на малька и не вся в цветах черемухи. Дела, в принципе, уже как бы с землей. Это надо будет выкосить еще 2 участка. На одном участке возле родительского дома это все триммером надо будет выкосить. Потом, ну, много работы потом. Это надо где-то забор поправить, где-то одно, другое, третье. В общем, работы, можно так сказать, хватает.
В общем, работу, можно так сказать, хватает. Ну что, вот подъезжаем к моему второму дому, который стоит на берегу нашей красавицы реки Печоры. Не знаю, как будет с связью, качество связи не знаю, здесь ниже будет, может быть, хуже. Вот она Печора, вот появились уже пески, это пляж, все такое. Вот мой Логан, на котором я езжу в поселок, все-таки экономнее намного и комфортнее. А Нива у меня трудяга трудится здесь по месту. Ну вот, доехали. Ну что, доехали. Ну что, давайте посмотрим. Мой второй дом, на котором предстоит мне сегодня попахать изрядно. Здесь, конечно, участки не очень большие. Вот один участок вчера я привез, раскидал здесь навоз, целую тележку. Это дом у моей бабушки. Остался мне в наследство. Нет пока электричества, но сейчас я оформил это все документально через Росреестр. Паспорт у меня теперь есть. Тогда я подал, так что скоро здесь будет свет, и скоро мы будем жить вот на такой вот красоте, которая открывается прямо с окон вот этого дома, старого дома. Будет открываться вот такая красота. Здесь мы будем жить. О, как мы видим, моя лодка уже опять на суше. Упала где-то опять полметра. Ну, давайте. Нет, туда вниз не пойдем, там связь будет плохая. В общем, неделю назад, когда я вам пока был последний ролик на канале, река еще была до этого берега. Мне еще писали, что надо спустить обяжку, чтобы не зачерпнула вода. Я говорю, высохнет все. Так она высохла вон уже. По высоте упала метра, не знаю, 2-то точные, 3, наверное, уже, наверное. Есть еще, конечно, не летний уровень, вода есть, но это уже не весенняя вода, она уже загрелась. Налима мы навряд ли поймаем. Мужиков, которые ловят на продольнике, говорят, налим был, кто-то 8, кто-то 10 поймал. Вот и Коля Кузнецов, друган с Мужбора едет. Не видит меня, не видит. Тоже мотается частенько туда-сюда. Ну, в принципе, как я сейчас тоже мотаюсь. И вот второй огород, который я сегодня должен буду вспахать, посадить. Это, в общем, часть огорода. Я решил вот по дому здесь пахать. А здесь вот растет осот, мусора много. Земля уже здесь неплодородная, красная, картошка мелкая. В общем, картошки хватает. С каждым годом все меньше и меньше стараюсь сажать, чтобы... Ну, во-первых, это тяжело. Раньше я сажал, вам скажу, 550 ведер. Собирал около 500-600 ведер картофеля. Сейчас в 3 раза меньше. Посадил вот такие кустики черной смородины. Вот этот в этом году прижилась. Поливаю каждый вечер. Это прошлый год я посадил кустик черной смородины. Тоже культурный, крупный. Тоже черная прошлогодняя. Он хорошо растет. Это у нас красная смородина. Тоже питомники покупал. Крупный, говорят, хороший сорт. Тоже прижился, растет. Это в этом году у меня засохло. Не получилось что-то с этим кустиком. И вот два кустика. Тоже вроде зелененькие. Посадил раз и два. Тоже вроде пока растут. В общем, здесь у меня тоже раньше было картофельное поле. Потихонечку забрасываю это дело. Вот сарай у бабульки развалился. Надо будет разобрать его, сделать изгороди или построить культурный сарай. Дел много. Очень много, скажем. Рыбачить не то чтобы некогда. А нет времени ни на рыбалку, ни на работу на канале, ни на монтаж. Монтаж каждого ролика занимает где-то около в среднем 5 часов, плюс заливка туда-сюда.
У меня времени хватает только иногда взять телефон и ответить на пару комментариев, и все. Засыпаю, все это уже вечером. С утра ухожу домой. Бывает иногда даже не бывает. Нет времени покушать, пообедать. У меня только завтрак и ужин. Лето у нас, повторюсь, жаркое лето без дождей. Весны у нас в этом году, можно сказать, не было. Была зима холодная. 22 еще лежал снег. И вот сейчас 10 июня. Все просто все расцвело. Вот выросла трава по пояс. Это все за 2 недели. Так, всем здравия. Юра Яковлев пишет, и летнего тепла. Комментарий. Так, что у нас? Гена, жму руку. Котяра кот пишет, друг. Юрий Бучак, привет. Сажай шустрее, завтра дождь. Все, будем сажать, будем трудиться. Короткое включение, чем я занимаюсь в деревне. 68 человек смотрят на данный момент. Окунь, язь. Были. Вижу, прерывается связь. Качество связи здесь желают быть лучшего, хотя вот вышку видно отсюда. Она буквально метрах 200. Но, видать, усилки стоят слабенькие, и связь только H+. Очень хреновая связь. Пытался выйти в прямой эфир на рыбалке, как-то качество было очень. Вот первый раз пытаюсь выйти из деревни, потом я гляну, конечно, что и как с качеством связи. Если нормальные, будем иногда это практиковать, если нет, так нет. Вот я что говорю, можно поставить закидушки прямо здесь, но если мы будем рыбачить, фидер, закидушки, то у нас дело станет, и мы это будем сажать еще очень и очень долго. Так что чем быстрее мы посадим, тем быстрее мы будем на реке. Как-то вот так, вот такое вот короткое включение. Занимаемся делами. На канал пока времени нет. Кроме этого еще успеваем работать. Привет из Москвы, вижу, привет. Привет из Республики Коми. С прекрасных, красивых берегов нашей матушки Печоры, кормилицы. Лето пришло на север. Привет Николаю Назарову, который с Антоном написали песню прекрасная «Лето на севере». Лето на севере действительно пришло, и оно прекрасно. Работа, да, немножко задерживает работа, то, что я сейчас устроился, но ничего страшного. Все успеем, все будет, все сделаем. Были вопросы, когда приедет Дрюня. Собирался приехать на продольники, у Дрюни тоже созванивались дела. Андрей Новиков собирает гараж. С продольниками, не знаю, Андрюха, ты, наверное, говорю, уже не успел. Вода упадет, пока ты собираешься. Что так и получилось, вода падает. Но ничего страшного. Будет рыбалка на спиннинг, будет рыбалка на мушки, на хариуса. Все будет. Свет ночи, надежда. И в этом году весна мимо прошла. Все правильно. В средней полосе тоже из шубы в сарафан. Но, видать, везде так получилось. Рад видеть, Надежда, тебя на канале. Прямое включение было без предупреждения, спонтанным. Просто так решил. Думаю, неделя молчания, много вопросов в личку. Как бы нет, никуда я не пропал. Просто занимаюсь. Серега Михайлов. Вот Серега Михайлов, привет, дружище. Именно твое сообщение, вот то, что мы сегодня о личке общались, сподвигло вот меня вот на такой прямой эфир, короткое включение. Коротко показал вам, чем я занимаюсь, что я делаю. Вот сколько купальницы, смотрите, с цветов сколько, какая красота вот здесь вот. Сверху-то это не благородная трава, а снизу вон, буквально немного спустился, вот сколько желтизны. Это все вот такая вот, это все дикое. Это все дикое. И еще хочу вам показать, сейчас связь опять внизу не будет, наверное. Вот сделал живую изгородь, то есть лет 15-20 назад начал высаживать сюда маленькие елочки, побеги от той большой ели. Выкапывал, высаживал, выкапывал, высаживал. В общем, чтобы постоянно не загораживать огромную территорию, хочу сделать живую изгородь. Сверху подрезаю, по бокам подрезаю, и у меня вот такая вот живая изгородь в принципе получается. Елочки, рябинки, даже сосна есть, вот тут кедр, вот 3 кедра даже вот посадил, вот они
чуть ниже растут. В дальнейшем, когда это все вырастет, я это все старый забор разберу, и у меня не будет забора. Тут снизу у меня вот огромный, просто огромный малинник. Тоже лет 15 посадил, просто 5 кустиков сюда. Из 5 кустов, тут тоже у бабули был у меня картофельный огород. Из 5 кустов культурной крупной малины вырос целый здоровый, здоровенный малинник. И он уже пошел за забор туда вниз от веток. И теперь малину собираю не только я, но и многие жители нашей деревни также собирают эту малину. А это бабулькина малина дичка, ну тоже как бы плодоносит, есть. Это бабулькины постройки, еще тоже летняя кухня, ледник. Так и стоят уже бабулькинец с 94-го года. И вот с 94-го года я как бы слежу за этим участком, поддерживаю более-менее такой вид, потому что если не выкашивать элементарно ту же траву, участок сразу приобретает вид заброшенного. А я не хочу, чтобы такая красота теряла вид. Держу участок бабулькин. Смотрю за родительским домом, участком, выкашиваю постоянно, загораживаю, чтобы было видно, что там живут, что там живет память о родителях, о бабушках, что дома не заброшены, что все это ухаживается, все смотрится. Но на это все, друзья, нужно время. Так, вот как-то вот так, друзья. С рыбалкой пока перерыв, но ненадолго. На этих выходных у нас Троица. Троица — это наш праздник, праздник Троицкая Печорска. Будем отдыхать, я так думаю, до Троицы мы это все дело закончим. Я планирую, уже сегодня будет огород спахан, если успею, даже посажу. Все будет. Как посадим картошку, выкосить можно это будет на следующей неделе. Я так думаю, уже на предстоящей неделе у нас будет по-любому рыбалка. Вот я и как говорил, связь хреновая, зависает постоянно. Не знаю, на чем у нас прекратилась связь. Конечно же, в дальнейшем пойдет рыбалка у нас на спиннинг, на удочку и на мушки. Хариус уже, смотрю, здесь возле берега начал плескаться на перекате. Значит, возле фарватеров тоже скоро будем ловить крупного хариуса. Не знаю, как с качеством связи было. Всем огромный привет. И всем пока. Короткое включение. Всем привет от Коми Рыбака. Заходим на Яндекс.Дзен, там ролики идут каждый день. Кто не смотрел ролики 2020 года, можно посмотреть много интересного. В 2020 году времени у меня было поболее. Успевал и порыбачить, успевал и поснимать, успевал монтировать. Пока сейчас я ничего не успеваю. Но будем стараться. Так что не теряйте, друзья. Всем спасибо за внимание. Всем 62 человека смотрят. И всем пока. Увидимся на реке. Увидимся скоро на канале Коми Рыбак. До свидания, друзья. Как выключить-то тебя?